Программа «Солям» продолжается, и, как мы уже сказали заранее, будем сейчас обсуждать очень серьезную тему. Сегодня 21 сентября, и в календаре этот день отмечен как Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. По этому случаю мы пригласили к нам в студию человека, который расскажет об этом подробнее. Да, кандидат медицинских наук, невролог и, получается, врач Международного медицинского центра имени Бузаева Гульнара Наильевна Ахмадиева. Доброе утро. Доброе утро. Я очень рада быть с вами сегодня вместе, очень рада поучаствовать в этой всемирной кампании, посвященной повышению осведомленности о болезни Альцгеймера. Вот, чтобы понимать, давайте сразу обсудим, что же такое вообще, в принципе, Альцгеймер, что это за болезнь, как она вообще выражается? Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание. Оно возникает потому, что в белках накапливаются, в нейронах и вне клетках накапливаются белки патологические, и это способствует отмиранию, гибели клеток. Клетки отмирают в определенных частях головного мозга, который называется гиппокамп, и это приводит к определенным клиническим симптомам. И это неизлечимо, так скажем. К сожалению, да. Необратимый процесс. Необратимый процесс, к сожалению, на данный момент. Симптомы? Как вот понять, что, допустим, у человека Альцгеймер? Да, первые звоночки. Первые звоночки, первые симптомы – это снижение, ухудшение кратковременной памяти. Пациенты очень плохо запоминают события недавние. То есть, подождите, а если вот ты зашел в комнату зачем-то и забыл, это что, первый звоночек? Самое главное, что вы потом это вспомнили. А сколько надо времени, чтобы вспомнить? Ну, обычно до суток. То есть, если вы в течение суток вспомнили, то все хорошо. Зашел в комнату, сутки простоял и... Ладно, все еще не так плохо. Но, в общем, симптом такой, то есть до суток кратковременная память просто отказывает. Да, такие пациенты забывают, о чем им говорили, забывают, что они кушали, могут путать слова, но при этом они очень хорошо помнят события прошлого, они хорошо помнят людей, с которыми они жили раньше, с которыми они общались. Кто они, скажем так, да, знают окружение. Со временем эти навыки тоже теряются. То есть мы сейчас говорим про первые звоночки. Да. Ранее это кратковременная память, память на недавние события, которые не вспоминаются в течение дня. То есть вот за этим надо следить в принципе, да? То есть насколько быстро ты можешь восстановить в своей памяти события предыдущих дней. А вот насколько это молодая болезнь? Понятно, мы слышим о том, что болезнь Альцгеймера, она все же характерна более 65. 65. То есть, надеюсь, она пока не молодеет. Она не молодеет, но есть формы болезни Альцгеймера с ранним началом, это до 65 лет. К счастью или к сожалению, такие формы чаще всего моногенные, то есть они наследуются по аутосомному доминантному типу, то есть от родителей к детям. И можно выявить мутантный белок, соответственно, если в роду есть пациенты, заболевшие болезнью Альцгеймера до 65 лет, мы можем предположить, что это моногенная форма, и мы можем предложить пациенту сделать тестирование. Но вообще это все-таки преимущественно пациенты, конечно, 65+. Старше 80 лет каждый третий пациент страдает болезнью, деменцией. Вот, кстати, слово, которое часто тоже произносится, когда мы говорим про болезнь Альцгеймера, деменция. Это одно и то же с болезнью Альцгеймера или это все-таки разные понятия? Да, путают. На самом деле это разные понятия, разные. Деменция – это синдром, это то, что снижает качество жизни пациента, то, что является причиной ухудшения его повседневной активности. А болезнь Альцгеймера – это причина. И причем это самая частая причина деменции из нейродегенеративных заболеваний. Но помимо болезни Альцгеймера есть еще и такая причина, как сосудистая деменция. А сосудистая деменция, она возникает вследствие повышенного давления, сахарного диабета, повышенного атеросклероза и повышенного холестерина. Ой, так это же очень большая группа риска. Ну, то есть люди, которые страдают действительно сахарным диабетом, с давлением мучаются. У них большой риск развития не только инсультов и инфарктов, но еще и сосудистой деменции, все верно. Так, мы поговорили о том, как это все взаимосвязано, кто подвержен всему этому. Теперь важно сказать нашим телезрителям, что делать, есть ли профилактические действия какие-то, которые мы можем предпринять. На самом деле есть. Мы можем модифицировать, зная факторы риска, мы можем их модифицировать, так как мы знаем, что к этому приводит гипертоническая болезнь, постоянный контроль давления артериального может снизить риски развития деменции, любой, не только болезни Альцгеймера. Контроль холестерина, контроль сахарного диабета, гликемии, физическая активность. На самом деле сейчас регулярная физическая активность, нагрузки именно аэробные, они снижают риски развития не только сосудистой деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Все это можно снизить в несколько раз. Просто немножечко каждый день занимаясь спортом по 30 минут в день, например.
Вот вы сказали аэробная нагрузка. Это какая, чтобы вот наши телезрители сегодня полчаса выделили для того, чтобы... Это ходьба или бег, зарядка обычная, например. Вот это все. То есть не на растяжку, не на пилатес. Ты молодец, что сегодня побегал. Подольше поработаем. Каждый день Хорошо, что она и не знает, что я отлично. проспал. Ну что ж, побегаешь потом. Успею. Тут сразу вопрос в WhatsApp пишут. Да. Болезнь Альцгеймера и деменция идентичны, это понятно, да, как уже успели объяснить. Как влияют общие наркозы на мозг? О, Влияние не доказано. Не доказано. Не доказано. то есть общий наркоз не провоцирует. Ну, пациенты могут замечать, что на самом деле после общей анестезии память как будто бы снижается, но чаще всего это не связано с прямым влиянием на гибель клеток. Это какие-то опосредованные механизмы, возможно, с усилением тревоги, возможно, с появлением других метаболических причин. Потому что к деменции могут приводить, помимо сосудистых причин, помимо нейродегенерации, еще такие проблемы, как гипотиреоз. Так. Например, гипотиреоз – это сниженная функция щитовидной железы. То, что у нас Тоже в регионе причина. очень Вот, распространено. да. Это дефицитарное состояние. Дефицит витамина В12 в первую очередь. Поэтому вот контроль постоянных вот этих показателей, ТТГ, например, Т3, Т4 свободный, Это витамин В12, по анализам, лабораторные. Да, лабораторные анализы гормонов щитовидной Гормоны железы. щитовидной железы. Если мы их будем контролировать, то мы тем самым снизим риск развития деменции тоже на какое-то количество процентов. Слушайте, а происходит ли какой-то, тут изучают как-то ученые, или уже все сложили руки, что вот как бы клетки вымерли, их не восстановить, или что-то все-таки предпринимают ученые? В районе третьей фазы исследований во всем мире проходят испытания порядка 80 препаратов новых. Ага, то есть какие-то надежды еще есть? Надежды есть, но, к сожалению, 99% проваливаются. И вот сейчас, буквально в июне этого года, появился первый препарат, адуканумаб, который называется, который действует именно на амилоид. Амилоид – это белок, который как раз накапливается и способствует гибели. Там, конечно, результаты не очень достоверные в плане замедления. Появились какие-то корреляции, но препарат одобрен FDA, это международная американская ассоциация по одобрению вот всех этих препаратов. Но будем надеяться, что в каких-то случаях мы его можем применять. Слушайте, а для нашего региона как вообще это, насколько популярно? Ну да, Это заболевание. статистика. Есть какая-то статистика, что с каждым годом у нас, допустим, в Башкортостане там, она увеличивается или уменьшается? И ведет ли вообще кто-то эту статистику? Конечно, ведут. У нас есть и неврологи, дементологи, у нас есть и регистр. На самом деле, если говорить, например, про Россию, считается, что около 900 тысяч пациентов с болезнью Альцгеймера с деменцией есть по отчету Минздрава, около 3 миллионов по предварительным подсчетам ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, это говорить, если по России. И, конечно, это около, наверное, 50 тысяч в Республике Башкортостан пациентов с деменцией и с Альцгеймером. Что ж, еще раз нужно напомнить нашим телезрителям, чтобы вот не попасть в эту страшную статистику и не оказаться вот по ту сторону этой черты, что нужно делать? Профилактическое, физическое Ну, во-первых, это здоровье. аэробные нагрузки, да. Легкие, не тяжелые, это не тягать железо. Это прогулки, это спорт, Ходьба, легкая бег. ходьба, это бег, это вот все на свежем воздухе желательно. Что еще? Ну, и следить за своими анализами, показателями. гормонов Правильно? и- Когнитивный тренинг я еще не сказала. Да. Очень Это- высокий уровень образования и постоянные когнитивные нагрузки, решение сканвордов, изучение чтение новых языков, сканвордов, чтение, вот Просмотр это всё. программы «Солям». Разгадать вообще, да, цель и миссию женщин на Земле. Это, мне кажется, вообще любой Альцгеймер тебя сразу покинет, потому что столько нужно все эти думать. Мы благодарим вас. Спасибо огромное. Гульнар Наильевна, да, я напомню, что у нас был в гостях кандидат медицинских наук, невролог, врач Международного медицинского центра имени Бузаева. Ну, я надеюсь, что мы с вами будем встречаться вот по таким профилактическим беседам. Я тоже очень на это надеюсь. Да. Будьте здоровы вы, но и будьте здоровы все наши телезрители.